Рустами Эмомали выдвинут в депутаты. Узбекистан. Тотальный контроль за гражданами. Президент Радио Свобода обратился к главе МИД Таджикистана. Сына президента Рахмона Рустами Эмомали выдвинули в депутаты от правящей Народной демократической партии Таджикистана НДПТ по району Исмаили-Сомони. Как пишет новостной портал Ахбор, кандидатура мэра города Душанбе Рустами Эмомали была выдвинута в депутаты городского маджлиса от избирательного округа номер 25. 32-летний Рустами Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с 2017 года руководит столицей Таджикистана. Его называют возможным преемником своего отца. Туда ягон кас намега и масава гирифта иншати иншати ман бароем таин кардам. Агар кас идеал мешит. Рустами Эмомали, став депутатом городского маджлиса, может быть выдвинут в члены Маджлиси Милли, а потом и вовсе возглавить Верхнюю палату парламента вместо 67-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, который, согласно поступившей информации, уходит на пенсию. تدبیرهای اندیشیدن تا که با مقصد وانمود کردن انتخابات دموکراتی با اشتراک نمایندگان حزب‌های اداره شونده و نامزدهای دیگری قبلا موافقه شده وارد انتخابات شدند دیگر نتیجه را انتظار شدن ممکن نبود. В таком случае он, как спикер Сената, уже по закону станет вторым человеком в государстве. По мнению наблюдателей, президент Рахмон еще окончательно не принял решение, поставить ли сына вместо себя на пост президента уже сейчас или еще один срок остаться самому на посту. В Наманганской области от учителей средних школ местные власти требуют предоставить в срочном порядке в отдел народного образования копии паспортов всех родственников. Согласно поручению, учителя должны предоставить копии паспортов своих родителей, детей, братьев и сестер, невесток и даже паспорта свекров и свекровей. Учителей также попросили не спрашивать о причинах данного требования. Об этом сообщает Central Asian Org. По словам чиновника из областного отдела народного образования, якобы копии паспортов необходимы для заполнения электронной трудовой книжки. Узбекистанец, работающий за рубежом, в беседе с журналистами с возмущением сообщил, что получил письмо от брата с просьбой выслать ему копию его паспорта. Лица, работающие в государственных организациях, учителя, обязаны предоставить копии паспортов с указанием адреса проживания своих ближайших родственников. Цель состоит в том, чтобы загрузить их в некоторый интернет-портал. Если паспорта людей представляют для них интерес, какое отношение это имеет к учителям? Как давно школы стали функционировать как СГБ, Служба государственной безопасности, отмечает собеседник. Заместитель директора школы в Намангане отправил сообщение учителям в телеграм-канале. Вниманию всех учителей! Завтра предоставьте копии паспортов всех ваших близких родственников, родителей, братьев, сестер, свекров, свекровей, супруг и детей, руководителю методического отдела. Это будет размещаться учителям информатики на открытый недавно сайт. Копия паспорта обязательно должна быть со страницей адреса проживания. Учителя, это задание дано всем государственным организациям по всей республике. Пожалуйста, не просите комментариев. Нам поручили из областного отдела народного образования. Мы это выполняем. Учебный отдел. Говорится в тексте сообщения. Maktablarda, sinflar doirasida sinf qo'mitalari tuziladi, ota-onalar qo'mitalari. Джейми Флай, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, заявил, что власти Таджикистана не выполняют обещания по поводу обеспечения беспрепятственной деятельности сотрудников радио в Таджикистане, сообщает Радио Азади. Заявление президента РСЕ-РС было опубликовано 21 января. Копия также отправлена в адрес министра иностранных дел Таджикистана Сираджиддина Мухриддина. В письме говорится о том, что в сложившейся ситуации, возможно, Радио Азади будет пересматривать свою деятельность в Таджикистане. Письмо Флая в адрес министра иностранных дел Таджикистана было отправлено после того, как 21 января МИД предоставил аккредитацию 4 сотрудникам, в том числе техническому работнику Радио Азади в Таджикистане сроком лишь до 6 месяцев, отмечает издание. На основании законов министерство должно предоставить аккредитацию или разрешение на работу сроком на 1 год. В
данный момент 7 других сотрудников Азади лишены права на работу, а 7 остальным в минувшем октябре была предоставлена аккредитация на сокращенный срок деятельности, подчеркивается в сообщении. Джейми Флай в своем письме, в частности, написал, что неполная аккредитация вместе с продолжающимся преследованием журналистов радио Азади демонстрирует неискренность вашего правительства в предоставлении журналистам возможности работать.